Приветствую, братья, сестры, пусть Бог благословит всех. Brāļi un māsas, lai Dievs visus jūs svētī. Давайте дадим славу Богу за левитов. Dosim Dievam aplausus par levītiem. Слава Богу. И давайте откроем Библию. Un atvērsim Bībeli. Потому что у меня для вас есть хорошая новость. Tāpēc, ka man priekš jums ir labas ziņas. В послании к Титу во 2 главе Vēstulē Titam 2. nodaļā с 11 стиха написано так. no 11. panta ir rakstīts šādi. «Ибо явилась благодать Божья». Jo ir atspīdējusi žēlastība. Явилась благодать Божья. Ir parādījusies Dieva Хочу žēlastība. сегодня говорить о благодати. Un gribu šodien runāt par žēlastību. Потому что в пятницу мы говорили о Духе Святом, Tāpēc, kā piekdien mēs runājām par Svēto garu и что Он всем нам доступен, un par to, ka viņš visiem mums ir pieejams и что отношения с Богом, они un kā attiecības ar прежде, Dievu, чем служение Богу. tās ir prioritāri pirms kalpošana Наше Dievam. служение – это результат отношений Jo человека. mūsu kalpošana ir rezultāts attiecībām ar Если Dievu. нет отношений с Богом, то служение Un ja nav attiecību ar Dievu, tad kalpošana не Божье. tā nav Просто kalpošana человеческая. Dievam, bet tā ir cilvēcīga. Потому что, когда мы читаем апостола Павла, Tāpēc, ka tagad, kad mēs lasām apostolu он не Pāvilu, проповедует свой опыт. viņš nesludina savu pieredzi, Он говорит, я от самого Господа принял. bet viņš saka, es pieņēmu no sava kunga. Очень важно, чтобы в нашей жизни было то, что мы приняли от самого Господа. Un ir svarīgi, lai mūsu dzīvēs ir tas, ko mēs pieņemam no paša kunga. Почему важно вообще рассуждать о благодати? Un kādēļ ir svarīgi runāt par žēlastību? Потому что в жизни многих верующих людей Tāpēc, ka daudzu ticīgo cilvēku dzīvēs это просто красивое слово. tas ir tikai skaists vārds. И оно для них Un tas priekš viņiem красивое ir skaists и очень абстрактное. un ļoti abstrakts. Одно дело знать просто, что слово благодать. Viena lieta ir zināt, ko nozīmē vārds žēlastība, Другое дело понимать, что оно обозначает. bet cita izprast, ko tas nozīmē. Бог никогда не планировал, чтобы благодать была у нас какой-то теоретической. Dievs nekad nav plānojis, lai žēlastība būtu Бог priekš всегда mums хотел, чтобы благодать в нашей жизни была практической. kaut kas teorētiski. Viņš vienmēr Чтобы ir мы на практике vēlējies, могли ей пользоваться. lai mēs to varam izmantot praksē. Благодать – это не просто идея. Žēlastība nav tikai ideja. Это не для связки слов. Tas nav tikai tā, lai kaut kā savienotu Когда vārdus. Библия говорит о благодати, Kad Bībele runā par žēlastību, она говорит о сверхъестественной силе. iet runa par pārdabisku spēku. Фактически действие благодати Un faktiski žēlastības darbība, – это когда И живой Бог kad dzīvs Dievs своим присутствием ar savu klātbūtni начинает действовать в жизни человека. sāk darboties cilvēka dzīvē. То есть благодать Tātad žēlastība, – это реальное проявление Бога. tā ir reāla Dieva izpausme. Это не тогда, когда человеку просто в один день какой-то ему все легко дается. Nevis tā, ka vienu dienu cilvēkam viss viegli padodās, И люди говорят, да сегодня как-то там по благодати все так, да? un cilvēks saka, viss šodien tāpēc žēlastības. Мы часто благодать путаем не с тем, что она есть на самом деле. Un bieži vien mēs žēlastību jaucam ar to, kas tā nemaz nav. Здесь написано, явилась благодать Божья, Un šeit ir rakstīts, jo ir atspīdējusi žēlastība, спасительная для всех человеков, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, научающая нас, audzinādama mūs, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, lai atsacīdamies no bezdievības un Целомудренно, pasaulīgām iekārēm, prātīgi, праведно taisni и благочестиво un dievbīgi жили dzīvojam в нынешнем веке. šī laikā. Очень часто мы слышим проповеди о спасающей благодати. Ļoti bieži mēs dzirdam Обычно svētrunas par говорят, žēlastību, kas братья и glābj. сестры, благодатью вы спасены. Piemēram, brāļi un māsas, žēlastībā jūs esat glābti. От вас ничего не зависит. No jums nekas nav atkarīgs. Это незаслуженный дар Божий. Tas ir nepelnīts, Tak. tā ir nepelnīta Dieva dāvana. Но это начало.
Bet tas ir tikai sākums. Дальше написано, что мы имеем спасающую благодать, а дальше написано научающую нас. Bet tālāk ir rakstīts, ka tā ir ne tikai pestība, bet tā arī audzina, jeb māca. Благодать не заканчивается тем, что мы просто спасены. Žēlastība nebeidzas tikai ar to, ka mēs vienkārši esam izglābti. Благодать для того, чтобы научить нас, Bet žēlastība ir tam, lai как mācītu жить mūs, в нынешнем веке. kā dzīvot šajā laikā. Целомудренно, Prātīgi, праведно, taisni благочестиво. un dievbīgi. Знаете, иногда мы, как служители, Dažreiz mēs kā kalpotāji хотим мотивировать людей, наставлять людей, gribam motivēt cilvēkus, pamācīt, чтобы они менялись. lai viņi mainās. Говорим, братья, сестры, надо меняться. Sakot, brāļi un māsas, mums Да, ir jāmainās. характер надо менять, Jāmaina мышление надо raksturs, менять. jāmaina domāšana. Но факт остается фактом. Bet fakts paliek fakts. Религия не была способна поменять людей. Reliģija nav spējīga mainīt cilvēkus. Мы читаем Библию, закон Моисея был дан. Mēs lasām Bībeli un tika dots Mūzes likums. Фарисеи тщательно старались исполнять все, что в нем Un написано. farizēji centās visu to piepildīt, kas tur ir rakstīts. Они делали правильные религиозные Viņi поступки, darīja pareizus reliģiskus soļus, но сердце было злым, bet sirds bija Savīsļivim. ļauna, skaudīga. там много неправильных вещей было. Tur bija daudz nepareizu lietu. Но только с приходом Иисуса Христа Bet tikai ar Kristus atnākšanu благодать нам была дана. mums tika dota žēlastība. И мы видим, что Иисус призывал абсолютно разных людей. Un mēs redzam, ka Jēzus aicināja ļoti dažādus cilvēkus. И эти люди не силой своей воли меняли свою жизнь. Un šie cilvēki nevis ar sava gribas spēku mainīja savas dzīves. Они принимали благодать Божью. Viņi pieņēma Dieva žēlastību. И она их сначала спасала, Un tā sākumā tos glāba, а потом она их учила. bet pēc tam tā viņus mācīja. Научающая благодать. Žēlastība, kas audzina, jeb māca. Она должна научить нас, как отвергнуть. Tai ir jāiemāca mūs, kā Мирские atteikties no bezdievības То есть человек сам не может это сделать. un pasaulīgām kārībām. Tātad cilvēks pats to Но когда nevar человек izdarīt. находится в общении с Богом, Bet, kad cilvēks atrodas sadraudzībā ar посредством Dievu, Святого Духа, svētā gara ietekmē, и верой принимает благодать от Бога в un свою kad жизнь, ticībā tas pieņem žēlastību no Dieva savai dzīvei, благодать способна его научить. tad šī žēlastība ir spējīga viņu iemācīt. Благодать не делает что-то за меня. Žēlastība nedara kaut ko manā vietā, Она меня учит, как отвергнуть мирские похоти. bet viņa māca, kā atteikties no pasaulīgām Она учит, iekārēm. как жить целомудренно. Viņa māca, kā dzīvot prātīgi, Поступки будешь делать ты, jo soļus darīsi tu, но благодать будет давать тебе силу. bet žēlastība dos spēku. Силу. Знаете, наверное, вы помните, апостол Павел в начале своего служения, он говорил, желание добра есть во мне. Varbūt atceraties, ka apostols Pāvils teica savas А вот kalpošanas чтобы его iesākumā, сделать, vēlēšanās man ir, bet lai что-то не izdarītu, хватает. Да? kaut kā pietrūkst. Вот в этом всегда заключается момент. Un tajā arī slēpjas šis brīdis, Потому что пока мы думаем, что мы можем что-то сделать, jo kamēr mēs domājam, ka мы mēs kaut ko всегда varam будем izdarīt, сталкиваться с определенными трудностями. mēs vienmēr saskasimies ar noteiktām grūtībām. Бог не планировал так, чтобы Он был отдельно, а мы отдельно. Dievs nebija plānojis, ka viņš būs atsevišķi un mēs atsevišķi. И в каких-то моментах, в Un kaut самых kādos критических, мы к Нему обращались. kritiskajos brīžos mēs tikai pie viņa vēršamies. Он запланировал человека в постоянной связи с Ним, Viņš bija plānojis cilvēku, kurš būs pastāvīgā saiknē ar через viņu общение. caur sadraudzību. И когда оно было утеряно в Эдемском саду, Un kad Ēdenes dārzā šis kontakts bija zaudēts, Бог предусмотрел через Иисуса Христа вернуть человеку tad общение. Dievs paredzēja caur Jēzu Kristu atgriezt šo komunikāciju. И когда человек исполняется Духом Святым, Un kad cilvēks piepildās ar svēto garu, имеет веру, un viņam ir ticība, тогда благодать начинает его учить. tad šī žēlastība sāk viņu mācīt. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что тут благодать, она активная. Es gribu vērst Она uzmanību, действует. ka žēlastība ir Она aktivitāte, учит, она tā формирует. darbojās, tā formē, tā Я māca. много раз слышал, когда люди Es bieži esmu dzirdējis, делали ka cilvēki какие-то
такие вещи не совсем правильные. dara kādas ne īsti pareizas lietas, И когда ты их пытаешься наставить, un kad tu centies viņus pamācīt, они говорят, да я же не религиозный, viņi atbild, es tak neesmu reliģios, я под благодатью. es esmu zem žēlastības. Я не знаю, встречали вы или нет, я Es встречал. nezinu, vai jūs esat tādus satikuši, es esmu. Я с одним братом разговаривал, он говорит, Es пастор, runāju да ar я же vienu не религиозный. Ну, brāli, мы же viņš под man saka, благодатью. mācīt, es tak neesmu reliģios, Просто man tikai маленькое Dieva уточнение. žēlastība. Благодать – это не разрешение Bet gribu precizēt, ka žēlastība делать nav все, что тебе хочется. atļauja, ka tu vari darīt visu, ko tik iedomājies. Благодать – это сила Божья, Žēlastība ir Dieva spēks, которая дает тебе возможность жить по-другому. kas dod tev spēku dzīvot savādāk. То есть, когда многие люди воспринимают благодать как Daudzi cilvēki uztver незаслуженный дар, žēlastību это значит прощение без изменений. kā nepelnītu dāvanu, proti piedošana bez Я не знаю, izmaiņām. слышали вы или нет, люди говорят, Бог меня принял таким, какой я Vai есть, esat dzirdējuši, ka cilvēks Бог saka, меня любит таким, какой я Dievs mani есть. pieņems kāds es esmu, viņš mīl mani tāds, kāds es esmu? Так это правда. Tā ir patiesība. Только это не значит, что Бог Bet это tas сделал для nenozīmē, того, чтобы ты таким остался. ka Dievs to tā ir izdarījis, lai tu Он tāds тебя arī принял, paliktu. полюбим таким, каким ты был. Viņš tevi iemīlēja un И pieņēma tāds, написано, kāds tu esi. явилась нам благодать Божья, Un ir rakstīts, ka ir atspīdējusi Dieva žēlastība, спасающая, kas научающая, glābi, kas pamāca, которая научит тебя kas iemācīs tevi отвергнуть нечестие и мирские похоти. atteikties no Жить новой bezdievības жизнью. un То есть pasaulīgām благодать – iekārēm. это когда в твою жизнь приходит сила Žēlastība ir tad, kad atnāk жить новой spēks жизнью. tavā dzīvē dzīvot savādāku dzīvi. Вот не мог ты любить людей, кроме Nu, себя. nevarēji tu mīlēt cilvēkus Он izņemot пришла sevi, благодать, bet atnāca и ты начал žēlastība, любить людей. un tu esi sācis mīlēt Аж сам cilvēkus. себе потом удивлялся, да? Un pēc tam brīnies pats И этот par человек не sevi. мог простить. Dažreiz cilvēks nevarēja piedot, Но из-за того, что искал Бога, Бог дал ему благодать. bet tādēļ, ka viņš То есть meklēja благодать – Dievu, это действующая сила Бога в нас. tātad žēlastība ir Активная. aktīvi darbīgs Не spēks no просто Dieva какое-то mūsos. религиозное понятие. Nevis tikai reliģiozs termins. Поэтому, когда люди думают, что благодать – это спасение без изменений, Jo это tad, kad искаженное мышление. cilvēki domā, ka žēlastība ir glābšana bez izmaiņām, tas nozīmē, ka cilvēkam ir izkropļota saprašana. Римлянам 6 глава, 14 стих. Romiešiem 6:14. Апостол Павел говорит так. «Грех не должен над вами господствовать, Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, ибо вы не под законом, jo jūs neesat padoti bauslībai, но под благодатью». bet žēlastībai. Тут такое четкое уточнение. Он говорит, грех Šeit ir не tāds- должен над вами господствовать. Precizējums, ka grēks nedrīkst nedrīkst par jums valdīt, Потому что вы под благодатью. jo jūs atrodaties zem žēlastības, Закон был бессилен. jo bauslībai nebija spēka. Поэтому явилась нам благодать. Un tādēļ pie mums nāca И šī это не просто žēlastība. меня оправдать таким, каким я есть. Un tas nav vienkārši А Павел attaisnoties, говорит, esmu kāds грех esmu. уже не может вас господствовать, если вы приняли благодать. Bet Pāvils saka, ka grēks nevar vairs par jums Если вы valdīt, ja jūs поняли, esat как ей pieņēmuši пользоваться. žēlastību un esat sapratuši, kā to Потому что izmantot. вы уже не под законом, который вас ставит в рамки и осуждает. Jo jūs vairs neesat zem bauslības, kas jūs ieliek rāmī un А apsūdz, вы приняли благодать. bet jūs esat pieņēmuši Что это žēlastību. такое? Апостол Павел говорит, я принял благодать. Un apostols Pāvils teica, es esmu Это значит, pieņēmis что Дух того, žēlastību. кто воскресил Христа из мертвых, поселился во мне. Tas nozīmē tā gars, kas augšām cēla И Kristu он no говорит, mirušajiem, dzīvo все manī. могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Un tagad visu varu tai spēkā, kas mani dara То есть он не stipru просто Kristu. стал религиозным человеком, ходящим в церковь, Tas nozīmē, viņš nevis kļuva vienkārši par а его reliģiozu вера cilvēku, базировалась на том, что kas gāja Бог uz пришел draudzi, на землю bet viņa ticība bazējas tajā, ka Заплатил Kristus за меня atnāca цену. uz zemi, samaksāja cenu par и mani поселился во мне. un sāka mājot manī. И тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Un tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir Больше pasaulē. нечестия, Lielāks par больше bezdievību, похоти, lielāks par больше iekārēm, неправильных мыслей. lielāks par nepareizām И когда ты domām. принял эту благодать, Un, kad tu esi pieņēmis šo žēlastību, то у тебя исчезают вот эти слова. tad Я tev не pasīt могу, šie я vārdi, не es могу, nevaru, я не могу. es nevaru. А ты говоришь, Бог со мной. Bet tu saki, Dievs ir ar mani, Он во мне. un viņš ir manī, Он дает мне благодать. un viņš dod man И там, žēlastību. где я не могу, Un tur, kur es nevaru, там действует Его благодать. tur darbojas viņa Там, где я не žēlastība. могу простить, Kur es nevaru piedot, я молюсь,
tur es lūdzu, уповаю на Божью благодать, paļaujos uz Dieva Бог дает žēlastību, мне силу это сделать. un Dievs dod man spēku to izdarīt. Знаете, здесь Бог не покрывает слабость. Šeit Dievs, viņš nepārklāja Он vājības, дает над слабостью власть. bet viņš mums dod varu pār Павел vājībām. говорит, вы не должны жить под господством греха, Jums vairs nav jādzīvo grēka kundzībā, потому что вы теперь под благодатью. jo tagad jūs esat zem žēlastības, Да, благодать дает вам силу побеждать. un žēlastība dod jums spēku uzvarēt. Поэтому речь идет не о том, чтобы, знаете, Господь, Он все мои слабости покроет. Nevis vienkārši Dievs visas manas vājības pārklās. Бог хочет сделать нас сильными. Dievs vēlas padarīt mūs spēcīgus. Аминь. Amen. Когда ты читаешь Библию, Бог всегда приходил в жизнь человека, потом говорил, иди с этой силой, Kad Dievs atnāca cilvēka иди с dzīvē, этой силой, viņš vienmēr teica, и ej ar šo освободи spēku Израиля, иди с этой un силой. atbrīvo Izrēli, ej ar šo spēku. То есть это не то, что Бог пришел к слабому Гедеону Tas nav и tā, ka сказал, Dievs ну atnāca да, pie ты vājā слабенький, я Gideona. сейчас все за тебя Nu сделаю. jā, Gideon, tu esi vājš, es tagad visu Он izdarīšu говорит, tavā я сейчас vietā. наполню тебя силой. Viņš saka, es tagad piepildīšu tevi ar Тебе spēku. нужно вера ее принять. Un tev ticībā tā ir jāpieņem. И идти с этой силой. Un jāiet ar šo spēku. Аминь. Amen. Вообще так интересно, знаете, иногда Ir tik interesanti, ka люди, они dažreiz борются cilvēki с cīnās какими-то проблемами, ar зависимостью, kādām бедами. problēmām un atkarībām. Это такая сложная вещь, смотреть на людей, которые Un ir tik ходят grūti в церковь skatīties uz и cilvēkiem, имеют двойную жизнь. kas iet uz draudzi, un viņiem ir dubultā Умом dzīve. они приближаются к Богу, вроде все понимают, но Prātā viņi tuvojas Dievam, фактически visu у них saprot, нету силы. bet faktiski viņiem nav spēka. Один человек, он много лет боролся и все время молился. Viens cilvēks ilgus gadus cīnījās Обычно un visu эта laiku молитва lūdza. выглядит так. Un šāda lūkšana parasti izskatās Господи, šādi. прости, Kungs piedod, Господи, прости. kungs piedod. Ну, как люди говорят, грешу и каюсь, да? Nu, kā cilvēki saka, Грешу grēkoju и каюсь. un Прости, lūdzu Господи, piedošanu. прости, прости, прости. Piedod, piedod, piedod. Знаете, однажды Un reiz Бог даже независимо от нас являет нам свою милость, Dievs pat начинает с нами neatkarīgi разговаривать. no mums parāda savu žēlastību un saka ar mums И runāt. он так слышал внутри себя, он говорит, ты все время просишь прощения, Un viņš но sadzirdēja, никогда не принимаешь от меня силы. viņš sadzirdēja lūkšanu, tu vienmēr lūdz Я man дал pieņem тебе силу жить новой жизнью. piedošanu, bet nepieņem manu spēku. Es Знаете, esmu tev devis spēku dzīvot jaunu dzīvi. Когда мы не имеем откровения, Kad mums nav то в нашей atklāsmes, жизни что-то неправильно. tad mūsu dzīvē kaut kas ir nepareizi. Этот человек просто поменял молитву. Un šis cilvēks vienkārši pamainīja lūkšanu. Он начал молиться и говорит, Господи, Viņš я saka, lūk, принимаю Твою благодать. Dievs, es pieņemu tavu Я žēlastību. принимаю Твою благодать жить новой жизнью. Es pieņemu tavu žēlastību Я dzīvot принимаю Твою jaunu dzīvi. благодать жить в свободе от этой зависимости. Es pieņemu tavu žēlastību И dzīvot знаете, brīvībā no в šīs его жизни не atkarības. произошло того, что люди часто хотят, изменений за один день. Viņa dzīvē nenotika tas, ko cilvēki parasti vēlas. Но чем чаще Pārmaiņas он vienā стал dienā. акцент делать на Божьей силе и благодати, Bet и jo говорит, biežāk Господь, я верю, что Ты даешь мне силу, я ее принимаю. Viņš sāka Он akcentēt стал освобождаться от зависимости. to, ka Dievs dod viņam Он просто šo стал ощущать, žēlastību. что его силы становятся больше, Viņš sāka что его just- возможности противостоять становятся больше, Ka и viņam ir однажды он vairāk полностью spēka. получил свободу. Un pēc tam reiz viņš pilnībā saņēma šo brīvību. Просто я хочу, чтобы мы поняли, благодать это не тогда, когда Бог на что-то закрыл глаза, Es gribu, lai jūs saprotat, ka žēlastība nav tad, kad Dievs vienkārši aizver uz kaut ko acis. а человек же ж несовершенный. Ai, nu cilvēks закрыл tak nav глаза. pilnīgs, piever acis. Нет, благодать это когда Бог дает тебе силу. Nē, žēlastība ir, kad Dievs tev Он dod дает тебе spēku. силу жить по-другому. Viņš dod spēku dzīvot Поступать savādāk, по-другому, мыслить rīkoties по-другому. savādāk un domāt savādāk. Аминь. Amen. Поэтому, когда мы читаем Титу 2 главу, 12 kad- стих, благодать, научающая нас. Mēs lasām Titam 2. nodaļu 12. pantu, tur ir rakstīts, ka То есть tā не ir просто žēlastība, говорит, kas все, теперь audzina ты mūs. спасен. Nevis vienkārši viss tagad tu esi А Бог glābts. хочет с тобой дальше сотрудничать, научить тебя жить новой жизнью. Bet Dievs tālāk, viņš grib ar tevi sadarboties un iemācīt dzīvot savādāku dzīvi. Поэтому благодать это не замена действий. Tāpēc žēlastība nav Nu, kā vienkārši darbību aizstāšana. Да что от меня? Бог все усмотрит. Nu, kas no manis atkarīgs? Dievs Ну, visu мы ж redz.
Все этим грешим, да, иногда. Mēs tik visi dažreiz Когда мы не tādā хотим брать на veidā себя ответственность, не grēkojam, хотим, kad да, mēs тогда negribam мы что говорим? uzņemties А atbildību. Бог усмотрит. Ai, nu, Dievs zina Бог labāk. как-то решит. Dievs kaut kā atrisinās. Поэтому жизнь многих людей, она и похожа, что мы что-то делаем, а потом Бог что-то исправляет. Tāpēc daudzu cilvēku dzīve arī izskatās tā, ka mēs kaut ko darām un Dievs pēc tam kaut ko mēģina labot. Поэтому благодать – это не замена действий, Žēlastība nav darbību а это aizstāšana, источник правильных действий. bet tas ir avots Когда pareizām человек живет в darbībām. благодати Божьей, Kad cilvēks dzīvo Dieva вот еще раз žēlastībā, говорю, благодать – это реальное присутствие Бога. žēlastība ir reāla Dieva klātbūtne. Бог, который вмешивается Dievs, kas iejaucas, своей силой, все, благодать Ar savu рядом, да, spēku. в Боге, в тебе. tas ir reāli tevī. И это источник правильных действий. Un tas ir avots pareizām Потому что мы darbībām. все что-то делаем. Tāpēc, ka mēs visi kaut ko darām, Ну так или нет? vai ne? Мы все что-то делаем, мы все о чем-то думаем. Visi Мы kaut ko каждый день darām, принимаем какие-то domājam, решения. pieņemam kādus Сказать, что мы lēmumus вообще katru ничего не dienu. делаем, нельзя. Мы Ja mēs делаем. nevaram teikt, ka mēs nedaram neko tā, Но nevar teikt. благодать – это когда ты сделал правильное действие. Bet žēlastība ir tad, kad tu esi izdarījis pareizu darbību. Вот элементарно там, обычная жизнь человека. Elementāri pareiza Materiāli, cilvēka да? darbība. У кому там нужна благодать в материальной сфере? Kam ir vajadzīga žēlastība materiālajā sfērā? Слава Богу, хоть одной сестре. Paldies Dievam, vismaz vienam ir Двум надо, vajadzīgs. да? Нам нужна благодать. Почему? Bet visiem vajadzīgs un Потому kādēļ? что люди часто принимают глупые решения. Tāpēc, ka cilvēki bieži vien Вот izdara написано. nepareizus lēmumus. Много хлеба бывает на ниве бедных. Bывает? Ir rakstīts, daudz maizes ir nabaga druvās. Vai tā ir? Как это происходит? Kā tas notiek? Ну, где-то человеку наследство досталось. Nu, cilvēks kaut kur dabūja mantojumu. У него не было денег, он жил с копейки на Viņam копейку, nebija naudas, перебивал. viņš dzīvoja no kāpēciņas uz kāpēciņu, un Раз tad от pēkšņi бабушки дом достался. hop, dabūja māju no Un prodal. vecmāmiņas pārdeva, За 40 тысяч евро. piemēram, par 40,000 eiro. И вот представь, мозги, которые не умели управлять Un 500 iedomājies, евро, smadzenes, kas nevarēja в эти pārvaldīt мозги, в эти 500 руки eiro, попало 40 тысяч. pēkšņi viņam rokās nonāk 40,000. Что происходит? Kas notiek? Библия говорит, много хлеба бывает и на ниве бедных, Bībele saka, ka daudz maizes var но būt arī из-за nabaga беспорядка druvās, bet nekārtības dēļ все гибнет. viss iet postā. И ты смотришь, там прошло какое-то Un tu время, skaties, paiet kāds laiciņš, ни денег, ne naudas. уже и в pameti не осталось, что они были. Pat vairs neatcerās, ka tāda Человек bija. ничего не построил, Cilvēks neko nav uzbūvējis. не открыл никакого Nav предприятия, atņēmis, nav Почему? atvērs kādu uzņēmumu, kādēļ. потому что нету силы. Tāpēc, ka viņam nav spēka. А благодать – это когда Бог Bet приходит žēlastība ir tad, kad nāk и Dievs дает тебе мудрости в принятии решений. un dod tev gudrību, kā правильных. pieņemt То есть pareizus человек lēmumus. принимал какие-то решения, но Tātad cilvēks неправильные. bija pieņēmis А kādus когда lēmumus, bet благодать, человек nepareizus. принимает правильные Bet, решения. kad ir žēlastība, И когда tad человек cilvēks принимает pieņem правильные pareizus решения, lēmumus. впоследствии является что? Un rezultātā, kas parādās? благословение. Parādās svētība. Последствия Tas ir kā того, что rezultāts человек выбирал в своей жизни. savām izvēlēm dzīvē. Аминь. Апостол Павел говорит так. 1 Коринфянам Апостолис. 15 глава 10 стих. Pāvils saka tā 1. korintiešiem, Но благодатью Божьей я есть то, что есть. Какое местописание? 1 Коринфянам 15:10. 1. korintiešiem 15.10. Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu. Благодатью Божьей я есть то, что я есть. Dieva žēlastībā es esmu, kas es esmu. А дальше он говорит такие слова Un tālāk важные. viņš saka tādus svarīgus vārdus. Ибо благодать его во мне не была тщетна, Un viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga. но я более всех их потрудился. Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis. Вроде как бы речь идет о благодати. It kā iet runa par žēlastību. И когда мы говорим по благодати, это значит без моего участия. Un kad mēs runājam par žēlastību, tad mēs bieži domājam bez manas Апостол Павел klātbūtnes говорит, я больше dalības. всех потрудился. Bet Pāvils saka, es vairāk par viņiem visiem Впрочем, не strādājis. я, Tomēr ne es, а благодать Божья со мной. bet Dieva žēlastība, kas ir ar В mani. некоторых переводах написано благодать Божья во мне. Dažos tulkojumos ir rakstīts Dieva žēlastība Мне manī, нравится этот перевод, написано благодать Божья со мной. bet man patīk šis tulkojums, kur ir rakstīts, kas ir ar mani. То есть Павел говорит, я трудился. Tātad Pāvils teica, es esmu strādājis, centies. И это был труд вместе с благодатью. Un šī piepūle bija kopā ar Благодать Божья žēlastību. была со мной.
Dieva žēlastība bija То ar есть это mani. такой союз. Tā ir tāda savienība. Бог дает тебе силу, Dievs dod tev spēku, а ты с этой силой действуешь. bet tu ar šo spēku darbojies. Просто поймите, благодать – это не чувство на служение. Žēlastība nav sajūtas Мы часто dievkalpojuma путаем laikā. благодать с ощущением. Mēs bieži vien jaucam žēlastību ar izjūtām. Ой, такое служение сегодня Vau, было, tāds dievkalpojums šodien bija. такое присутствие, Tāda dieva klātbūtne, такая благодать, tāda žēlastība. прям такие мурашки, такое Pilnīgi тепло. tāds skudriņas Ну, как бы, siltums, нам хочется ощущений, да, но Mēs gribam это не izjūtas. чувство. bet tās nav sajūtas. Благодать проявляется в Žēlastība обычной parādās жизни, ikdienas в том, dzīvē. как ты реагируешь Kāda ir tava reakcija на все, что вокруг тебя uz происходит. visu to, kas notiek В твоих словах, tavos vārdos? то, что ты говоришь, это Tas, ko либо tu есть там saki. благодать, либо нету. Vai nu tur ir, vai nu tur nav žēlastība. В том, что ты выбираешь, Tajā, ko tu в твоих izvēlies, решениях. tavos lēmumos. В этом благодать. Помните, однажды апостол Павел молился, Reiz apustulis Pāvils lūdza, и Библия говорит, у него было жало в плоть. un Bībele teica, ka viņam ir dzelonis miesā. Я вообще много лет думал, что Бог ему отказал. Es daudzus gadus biju domājis, laikam Он Dievs молился viņam о atteica. помощи, а Бог ему сказал нет. Viņš lūdza pēc palīdzības, un Dievs viņam pasaka, Кто еще nē. так думал? Kurš vēl tā bija domājis? Давайте прочитаем. Bet izlasīsim. 2 Коринфянам 12:9. 2. Korintieša 12:9. Во-первых, Бог ему отвечает. Pirmām kārtām Dievs viņam Это atbild, очень важно. un tas ir svarīgi. То есть Бог не молчал. Tātad Dievs Павел neklusē. молился, Pāvils lūdza, Бог ему сказал, un Dievs viņam saka. довольно для тебя благодати моей. Un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību. Это не значит, что Бог ему поставил ограничения и Tas сказал, nenozīmē, ka Dievs ieliek больше viņam тебе не положено. tādu ierobežojumu un saka, vairāk кажется, tev это- nepienāks. Ну, просто издержки перевода. Man liekas, ka tas tādi Правильное tūkojums слово здесь nesakarības. написано, моей благодати в твоей жизни достаточно. Drīzāk to varētu teikt tā, Бог mana žēlastības tavā ему dzīvē не ir отказал. pietiekami. Dievs nevis viņam atteica, А Бог ему указал на источник решения. bet Dievs viņam Он говорит, norādīja uz моей благодати в твоей жизни результату. достаточно. Manas žēlastības pietiek tavai Ибо моя dzīvē, сила совершается в немощи. jo mans spēks nespēkā varans Фактически parādās. он ему сказал, Faktiski пользуйся viņš viņam teica, благодатью. izmanto žēlastību, Пользуйся благодатью. izmanto žēlastību. Иногда мы что-то проходим и говорим, у меня Dažreiz нету силы. Mēs ejam kaut kam cauri un sakam, man nav spēka. Но награда и благословение зависит от того, пройду я или нет. Bet tā balva ir atkarīga no tā, es iziešu cauri И vai когда nē. тебе тяжело, ты tev немощен, grūti, Бог tu esi говорит, nespēkā, Dievs пользуйся saka, моей благодатью. Izmanto manu žēlastību. Моей благодати в твоей жизни достаточно, Mana žēlastības pietiek tavai dzīvei, чтобы ты через это прошел, lai tu varētu tam visam iziet чтобы ты это cauri, победил, lai tu to uzvarētu, чтобы ты в этом устоял. lai tu tā nostāvētu. Моей благодати достаточно, Mana žēlastības pietiek, чтобы ты не разочаровался. lai tu neviltos. Знаете, когда мы начинаем смотреть на людей, Kad mēs sākam raudzīties uz мы cilvēkiem, можем очень сильно tad разочароваться. mēs ļoti varam vilties. Я не говорю за людей мира. Es nerunāju par pasaulīgiem Я cilvēkiem, говорю за наше христианское окружение. bet es runāju par mūsu kristīgo sabiedrību. Если сконцентрироваться на людях, Jo, ja tu koncentrējies uz можно cilvēkiem, разочароваться. tad tu vari vilties. Сразу за разочарованием может прийти Un uzreiz pēc vilšanās var atnākt цинизм такой, знаете? tāds cinisms. Как бы ты все уже так видишь, Nu, tu jau tā uz visu tā skaties. и уже ты все оцениваешь через Он свою призму Visu sāc разочарования. novērtēt caur šādu vilšanās Это prizmu. убьет веру. Un tas nogalinās ticību. Нужно идти в присутствие Божье. Ir jāiet Dievu klātbūtnē Молиться о Божьей благодати. un jālūdz par Dievu Для того, žēlastību, чтобы не разочароваться. lai neviltos. Потому что очень часто, когда ты начинаешь других людей судить, Tāpēc, ka bieži, kad tu sāc tiesāt citus cilvēkus, через время начинаешь замечать, pēc kāda laika sāc pamanīt, что начинаешь делать так же самое. ka pats tāpat sāc Вы не rīkoties. замечали такое? Neesat to pamanījuši? Ну, потому что Библия учит, каким судом судите,
Tāpēc, ka Bībele māca, ar kādu tiesu скорее tiesājas, всего, таким же будете осуждены. ar visticamāk ar tādu pašu arī jūs paši А tiksiet благодать — это tiesāti. когда ты на это все смотришь и говоришь: Bet Господь, žēlastība ir, kad tu uz Я visu это to вижу. raugies un saki, kungs, es to но мне redzu, нужна Твоя сила не для того, чтобы судить, un man ir vajadzīgs tavs spēks, lai es а nevis для того, чтобы tiesātu, понимать, что Ты все равно действующий Бог. bet lai es saprastu, ka vienalga tu esi Dievs, kas darbojas. И взор мой пусть будет на Тебя, Un lai mans skatiens ir vērsts uz tevi. для того, чтобы не разочароваться, не сломаться. Un lai es nevilktos un lai es Знаете, есть nesalūstu. времена в нашей жизни, Jo ir dažādi laiki mūsu есть время dzīvēs. Богом назначенное. Un ir Dieva noliktie laiki. И просто куда-то надо дойти. Un vienkārši līdz kaut kādai vietai ir jāaiziet. Бог говорит: Dievs saka, если ты смиренный, я тебе дам благодать. ja tu esi pazemīgs, tad es tev došu žēlastību. И благодать вознесет тебя в свое время. Un žēlastība tevi pacels Есть savā какое-то свое laikā. время у Бога для Ir нас. Dievam priekš mums kāds savs laiks. И нам нужна благодать для того, чтобы оставаться Un mums ir чистыми. vajadzīga žēlastība, lai mēs Я saglabātos видел, как tīri. иногда люди делают неправильные вещи. Un es esmu redzējis, kā dažreiz cilvēki dara nepareizas lietas. Ты с ним разговариваешь, он говорит: так а что ты от меня хочешь? Tu ar viņu runā, un viņš tev atbild, bet ko tu no manis gribi? Если даже вот тот там это делает, Jo, ja pat tas tur tā dara, если даже пастор ошибается, ja pat mācītājs то есть kļūdās, когда кто-то впереди ошибается, для Как это- кого-то другого, типа это разрешение делать неправильные ja вещи. kaut kur kāds priekšgalā kļūdās, tas nozīmē, ka kāds to uztver, nu tā tad es ar tādu Nu, tas drīkstu ne darīt. tak. Bet tas tā nav. Нам нужна благодать для того, Mums ir чтобы vajadzīga žēlastība, не сравнивать себя с другими lai людьми. mēs sevi nesalīdzinām ar И не citiem делать их cilvēkiem ошибки un nedaram viņu разрешением для kļūdas себя. un так nepadaram поступать. viņu kļūdas, kā atļauju sev Сказать: darīt Господь, дай tāpat. благодати. Bet lūgt, Dievs dod Видя žēlastību, redzot to, Оставаться чистым, palikt tīram, искренним. patiesam. Да, в искренности есть проблема. Un ar patiesumu ir Потому что если ты problēma. искренний, то ты рискуешь, что кто-то этим всегда воспользуется. Tāpēc, ka, ja tu esi patiess un vaļsirdīgs, tad ir risks, ka kāds Могут to ранить, izmantos. еще как-то. Var ievainot. Но Библия все равно нам говорит: больше всего хранимого храни сердце. Bet Bībele vienalga mums saka, vairāk Из par него visu источник sargājamo sargi savu sirdi, jo no turienes ir dzīvības Я не знаю, avoti. как тебе, мне нужна благодать для того, чтобы хранить сердце в правильном состоянии. Un es nezinu, kā tev, bet man ir vajadzīga Dieva žēlastība, lai saglabātu savu sirdi pareizā stāvoklī. Знаете, когда даже ты слабый, Un pat tad, kad tu esi pat ja vājš, то от Бога в нашу жизнь приходит не покрытие этой слабости. tad Просто. no Dieva mūsu dzīvē nevis nāk šo vājību pārklāšana, Бог нам открывает доступ к своей сверхъестественной силе. bet Viņš mums iedod piekļuvi savam Он говорит: pārdabiskajam просто приди, spēkam. воспользуйся силой Vienkārši сверхъестественной. atnāc un izmanto šo spēku. Воспользуйся силой благодати. Izmanto šo žēlastības spēku. Знаете, одну женщину ее сильно обидели. Vienu sievieti bija tāds gadījums, kad viņu stipri Ну, вы же aizvainoja. понимаете, где. Un kā jūs varat iedomāties, kur? Если бы ее просто на работе обидели, Я она бы в- не так сильно. Ja viņu aizvainot vienkārši darbā, tad tas nebūtu tik В церкви stipri. обидели. Bet aizvainojums atnāca draudzē. Если тебя в церкви еще ни разу не обижали, Un ja tev draudzē vēl nekad neviens nav aizvainojis, то скоро обидят. tad drīz tas notiks. Это не потому, что так, потому что, да, жизнь такая. Un tas notiek tādēļ, ka dzīve tāda. И эта женщина вместо того, чтобы сказать «не могу», Un šī sieviete tā она vietā, начала молиться и сказала: Господь, дай благодать. lai teiktu, es nevaru, viņa te sāka lūgt un teikt, Dievs dod žēlastību. Я не знаю, как вы понимаете, что такое «дай благодать простить»? Un es nezinu, kā jūs saprotat, ko Это nozīmē, ka значит, что lūdz Бог у меня dod, заберет мозги или как? dod žēlastību, Потому piedot. что я же думаю, и результатом того, что я думаю, я Ё- делаю выводы, и из-за этого расстраиваюсь и обижаюсь. Да? Tas jau nav tā, Я ka говорю: Господь, дай cilvēki, благодать прости. Это Бог такой раз и тебя тупым сделал, ты такой говоришь: ну все, всех прости. kad Dievs atņem tev prātu, saprātu, ka tu vairs nedomā, jo domāšanas rezultātā atnāk šie aizvainošanās. Я думаю абсолютно наоборот. Bet es domāju pilnīgi pretēji. Когда Иисус висел на кресте, Kad Jēzus karājās krustā, у него была благодать видеть дальше, чем все остальные. viņam bija šī žēlastības spēja redzēt tālāk nekā visi. И на кресте он молился не молитвой: Krustā viņš nelūdza lūgšanu, Господи, сведи огонь на всех, кто со мной так поступил. Dievs, lai nonāktu tava uguns par visiem, kas ar Он mani tā молился о rīkojas. прощении. Bet viņš lūdza par piedošanu.
И когда он молился, он говорил: Господи, lūdza, прости им. viņš teica, piedod viņiem. Просто так, прости и все, да? Nevis vienkārši Или tāpatās piedod, bet kā? А он имел больше Bet понимания, viņam чем bija обычный vairāk человек. Он говорит: saprašana nekā прости parastam им, cilvēkam. потому что они просто не понимают, что они творят. Bet viņš teica, piedod Эти viņiem, jo viņi люди vienkārši находятся в nesaprot, ko viņi dara. Viņi неведении, atrodas они neziņā, находятся в какой-то, viņi atrodas kādā демонической тьме, demoniskā поэтому они tumsā. не Un понимают, что они tādēļ делают. viņi nesaprot, ko viņi dara. И когда у него внутри была вот эта вот благодать понимать, Un kad viņa iekšienē bija šī žēlastība izprast, что на сегодняшний момент просто люди во тьме, ka šodien šie cilvēki vienkārši ir tumsā, тогда у него была сила простить. tad viņam arī bija spēks Мы же piedot. часто, когда кто-то с нами что-то не так поступил, мы Bet mēs- воспринимаем на свой счет. Bieži vien, kad kāds kaut ko Он меня mums не ir любит, он izdarījis, меня ненавидит, он еще uztveram что-то там, personīgi, то- viņš jau mani ieniest un tas un tas. А если бы ты понимал, что эти люди просто не понимают, что они делают. Bet ja tu saprastu, ka šie cilvēki vienkārši nesaprot, ko viņi Но dara, это не приходит понимание того, что я об этом сегодня проповедую, сейчас Bet тебя šāda- научил, ты говоришь: ну да, они просто не понимают. Это Saprašana. когда вот у тебя отношения с Богом. neatnāk pēc tam, kad es vienkārši tev tā И когда pateicu, bet ты šī молишься, saprašana и на nāk no тебя Dieva. сходит благодать. Un kad tu lūdz, tad pār tevi И ты nāc не Dieva просто žēlastība. где-то здесь, на богословском Un уровне, tad а внутри, в духе Tā тебе saprašana понимание vairs приходит. nav tikai prāta līmenī, bet gara līmenī. Что когда благодать явится, эти люди будут спасены. Un kad žēlastība nāks, tad arī šie cilvēki И tiks когда они будут glābti. спасены, благодать их научит, они будут совершенно по-другому Un kad поступать. šī žēlastība nonāks pie viņiem un tos iemācīs, tad arī viņi rīkosies pilnīgi Когда savādāk. человек выходит из тьмы, он Kad становится cilvēks другим. iznāk no tumsas, viņš kļūst savādāks. А мы так молимся о благодати, наше сердце меняется. Это тоже Un kad mēs благодать. lūdzam par žēlastību, tad arī Благодать, mūsu чтобы sirds сердце mainās. было мягкое. Mūsu žēlastība ir tajā, У кого ka mūsu когда-нибудь ожесточалось сердце? sirds ir mīksta. Kuram kādreiz ir nocietinājusies sirds? У меня вот иногда ожесточается. Man dažreiz nocietinās. Когда ты с каким-то человеком имеешь дело, потом у тебя просто к нему ожесточается сердце. Kad tev ar kādu cilvēku darīšanas, un pēc tam Когда ты tu имеешь vienkārši отношения с Богом, nocietinās понимаешь, sirds что это pret не viņu. воля Божья. Un tu saproti, Бог ka tā говорит: nav Dieva заберу grība. каменное сердце, Jo Dievs saka, es paņemšu дам вам akmens сердце sirdi плотяное. un došu jums miesas sirdi. И это невозможно по-человечески. Un cilvēciski tas Это nav и есть iespējams. работа сверхъестественной благодати Божьей. Tā arī ir Dieva žēlastības Поэтому pārdabiskā благодать в darbība. действии – это не ощущение, это всегда выбор. Tāpēc žēlastība darbībā Это tās всегда nav решение izjūtas, в bet tas действии. vienmēr ir Когда darbība человек un izvēle. движим благодатью, он принимает правильные решения. Jo cilvēks, kas ir žēlastības vadīts, viņš pieņem pareizus lēmumus. Аминь. Amen. Вообще, хочется, чтобы мы понимали, что благодать, Un gribētos, lai mēs saprotam, ka она žēlastība всегда ведет к tā плодам. vienmēr nesīs augļus, ved uz augļiem. Есть плод благодати. Ir žēlastības auglis. Библия говорит: всякую ветвь, приносящую у меня плод, Un ir teikts, katru zaru, kurš nes augļus, очищает, чтобы еще более приносила плода. viņš attīra, lai tas varētu nest vēl vairāk augļus. То есть, если благодать в жизни человека настоящая, она производит перемены, плоды. Jo, ja žēlastība cilvēka dzīvē ir īsta, tad Изменение tā характера. atnesa pārmaiņas, Человек как izmaiņas личность raksturā. растет, э, развивается. Cilvēks kā personība У aug. человека проявляются плоды духа. Cilvēka dzīvē parādās gara augļi. Слово плоды, понимаете? Saprotiet vārdu augļi. Вот сейчас весна, сейчас все там расцветет, Tagad будут ir pavasaris, viss sāk почки, ziedēt, потом parādās цветочки. pumpuri, pēc tam ziedi. И без разницы, как это дерево, или это вишня, Un или nav это atšķirības, яблоня. vai tas ir ķirsis vai ābele. Нам, конечно, красиво, когда все цветет. Protams, ir skaisti, kad viss zied. Но для нас намного важнее, Bet mums viss ir daudz svarīgāk. чтобы по осени там Lai были rudenī что? tur būtu kas? Плоды. Augļi. Плоды. Это Augļi. намного важнее, чтобы Tas ir появлялись daudz плоды. Svarīgāk, lai В твоей parādās и augļi. моей христианской Tavā un manā жизни у kristīgajā нас dzīvē должны появляться плоды. mums ir jāparādās Плод augļiem. же духа. Gara Bībele говорит, auglis Galātam. Bībele saka Galatiešiem 5, Послание к Галатам. vēstule Galatiešiem. Плод же духа. Gara auglis. Vai atceraties? 5 глава, 22 стих. 5:22. Любовь, Mīlestība, радость, prieks, мир. miers. И там перечисляется, там Вот это- долготерпение. То есть это плоды того, что Uzskaitīti человек augļi. в благодати,
принимает правильное Kad решение. cilvēks Он žēlastībā раз pieņem правильное решение принял, pareizo два, lēmumu, три, vienreiz, потом у otrais. него как плод. Un pēc tam viņam jau kā auglis, Радость – это плод правильных решений. prieks ir auglis Библия говорит, pareiziem lēmumiem. блажен человек, Svētīgs который не осуждает себя за Kurš то, что выбирает. nepārmet sev par to, ko izvēlās. Сколько раз человек говорит, если бы я тогда Cik bieži cilvēki saka, ja es сделал toreiz вот так, а не так. būtu izdarījis tā, Если nevis бы я tā. тогда Ja es tād būtu, поступил вот так, а не вот так. Rīkojies Если šādi, бы, ne то есть tā. мы хотим Ja жить прошлым, mēs и gribam в dzīvot настоящем pagātnē, оно нам не приносит радости, а наоборот приносит печаль. tagadnē tas mums neatnes prieku, bet tas Потому mums что atnes несколько лет skumjas. назад ты принял неправильное Tāpēc, ka решение, kādus gadus atpakaļ tu pieņēmi nepareizu и lēmumu, результатом нету плода радости. un rezultāts nav prieka auglis. А когда ты в благодати, Bet, kad tu esi ты žēlastībā, принимаешь одно, второе, третье tad tu решение pieņem vienu, правильно. otru, trešo Но lēmumu наступает pareizi. момент, ты смотришь на жизнь свою, Un pēc tam tu skaties uz savu смотришь dzīvi, с довольством un tu skaties apmierināts. и говоришь, Господь, Un спасибо saki, тебе, kungs, paldies tev, что тогда твоя благодать меня Которая научила. tava žēlastība mani pamācīja, Научила. iemācīja, Как отвергнуть нечестие, kā atteikties no bezdievības, как отвергнуть похоть, kā atteikties no как iekārēm, жить целомудренно, kā dzīvot prātīgi, праведно, taisni благочестиво. un bijājami. И проходит время, и потом у тебя плоды, Un pēc tam paiet laiks, un tev ir augļi, радость. prieks. Когда ты понимаешь, что Бог в твоей жизни присутствует, Kad tu saproti, ka Dieva klātbūtne ir tavā dzīvē, и ты поступал по Слову Божьему раз, два, три, четыре, un tu vienreiz, otrais, trešo reizi darīji и pēc видел, Dieva что Бог vārda, верный своему Слову, un tu esi redzējis, ka Dievs ir в uzticams определенный savam момент в vārdam, твоей жизни проявляется плод под названием мир. un tad kaut kādā dzīves posmā tavā dzīvē parādās gara auglis miers. Недавно, знаете, здесь футболки продают с принтами, да? Ir teikrekli ar šiem uzrakstiem, Смотрю, одна девушка, на футболке написано «Директор паники». un skatos, vienai meitenei bija tāds uzraksts panikas direktore. Директор паники. И ты думаешь, это вообще не то, что Бог нам приготовил. Un tu domā, tas absolūti nav tas, ko Dievs mums ir Ну, мы paredzējis. понимаем, что там часть юмора есть, да? Nu, skaidrs, tur daļa Но с другой стороны, piesitiena ты же humora. понимаешь, что Bet tu Бог не saproti, предусмотрел, чтобы ты жил постоянно в панике. ka Dievs nav paredzējis, lai tu visu laiku dzīvo panikā. А Он хочет dать тебе мир. Bet Viņš vēlas dot tev mieru. Мир Божий, который превыше всякого ума. Dieva mieru, kas ir pārāks par visu Это saprašanu. твое принятие благодати. Un tas ir tad, Когда kad ты tu pieņem Dieva принимаешь žēlastību. Kad tu она pieņem тебя žēlastību, учит. tad tā tevi māca. Аминь. Amen. Давайте так, вот если нету изменений, Un teiksim tā, ja nav вот у pārmaiņu, человека нету изменений, он ходит в церковь год, два, три, cilvēks пять, nāk uz draudzi 10 vienu reizi, divas, piecas, Ничего не 10 gadus, un nav nekādu izmaiņu. характер не меняется, Raksturs nemainās, мышление не меняется, domāšana поступки не nemainās, меняются. rīcība nemainās. Можно сказать, что нету благодати? Vai var teikt, ka žēlastības nav? Я вам скажу, дело не в благодати. Bet es jums teikšu, runa nav par žēlastību. Дело в том, что благодать дана нам. Runa ir tajā, ka Мы с žēlastība вами mums ir читали самое dota. первое место. Mēs lasījām Все pirmo rakstību, явилась нам благодать. ka ir atspīdējusi mums žēlastība. Просто люди не дали ей действовать в своей жизни. Vienkārši cilvēki Nepriņem. neļauj tai darboties savā dzīvē. Павел говорит, мы с вами читали 2 Коринфянам 6:1. Un mēs lasījām 2. Он молится и korintiešiem говорит, 6.1. мы Pāvils saka, умоляем вас, mēs lūdzam jūs, чтобы благодать Божья нечетно была принята вами. lai nevelti Dieva žēlastība būtu, Нечетно была принята. nebūtu Ну, vēl не зря, saņēmuši. да? То есть благодать была, Tātad žēlastība bija, но как-то зря. bet kaut kā velti. То есть Бог ее послал, Tātad Dievs to sūtīja, но человек не начал в ней жить. bet cilvēks nesāka tajā dzīvot. Мы же спасение принимаем. Jo mēs tagad pieņemam glābšanu, И вот мы спасительную благодать приняли, žēlastību pestīšanai esam saņēmuši, а научающую благодать для всех сфер жизни bet žēlastību, kas pamāca, почему-то ей не воспользовались. mēs kāpēc to neizmantojam? Давайте просто, вот как активировать благодать. Kā aktivizēt žēlastību?
Как активировать благодать? Kā aktivizēt žēlastību? Ну, нормальный человек, он, если мы рассуждаем о благодати, он хочет понять, так а как мне Нормально. жить всегда, чтобы она работала? Cilvēks, ja mēs tā Понятно, runājam, что я услышал слово, я хочу понять, как это работает в моей жизни. viņš grib saprast, kā tas var darboties manā dzīvē. Римлянам 5 глава. Romiešiem 5. nodaļa Давайте с 1 стиха прочитаем. un no 1. panta. Итак, Tad, nu, оправдавшись верою, Mums мы ticībā. имеем мир с Богом taisnotiem ir miers ar Dievu, через Господа нашего Иисуса Христа, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. через которого Ar viņa gādību верою mēs, kas ticam, получили мы доступ esam ieguvuši, к той благодати, esam iegājuši, krieviski esam ieguvuši pieeju, благодать активируется верой. un žēlastība viņa tiek Не aktivizēta ощущением. ar ticību, nevis Написано, ar что sajūtām. мы, раkstīts, оправдавшись ka mēs- верою, Ticībā attaisnoti. это спасительная благодать, Šī ir tā žēlastība, kas glābj. имеем мир с Богом. Un mums ir Все, я miers ar был Dievu. грешник, Es biju осужденный, grēcinieks, kas bija теперь notiesāts. прощенный. Tagad man ir Правильно. piedots, un es esmu taisnots. Имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Un man ir Христа. miers ar Dievu ar mūsu kungu Дальше Jēzu Kristu. написано, Tālāk через rakstīts, которого ar viņa верой gādību, caur мы viņu, получаем достуp mēs saņemam pieeju к благодати. pie šīs žēlastības. Понимаете, что такое доступ? Vai zinat, ko nozīmē pieeja? Вот без доступа нельзя чем-то владеть. Jo bez pieejas tu nevari kaut ko pārvaldīt. Вот украл ты мой телефон, Nu, piemēram, tu nozodz manu telefonu, а в нем код. bet tajā ir kods. Все. Viss. И ты клацаешь, а доступа нет. Un tu spaidi, bet tu nevari tikt klāt. Потому что тут не 4 единицы. Tāpēc, ka tur nav 4 vieninieki. Что-то посложнее. Kaut kas sarežģītāks. Да? Или знаешь, как Vai zini, карточку, kā bankas karte. кредитную карту, забрал банковскую карту, да? Paņēmi bankas karti, Засунул ее в банкомат. iebāz to bankomātā, А там написано, введите код доступа. bet tur ir teikts, ievadiet PIN kodu. А нету кода. Bet koda nav. Помните, как в фильме «1+1»? Нету ручек, нет конфеток. Kā vienā filmā bija, Ну, это шутка, ладно. nav pildspalva, nav konfekta. Tas izteiciens Это no просто filmas. вечером надо кино посмотреть. 1+1. Filma 1+1. И потом посмеяться, когда посмотришь. Un pēc tam pasmieties, pēc tam, kad būsiet Кода paskatījušies. доступа нету. Ja nav Библия говорит, pieejas, мы через Иисуса Христа Mēs верой, Jēzu Kristu ticībā, верой получаем доступ ticībā saņemam к pieeju благодати. pie žēlastības. Верой получаем доступ к той благодати, Ticībā mēs saņemam в pieeju которой pie стоим и žēlastības, хвалимся надеждою славы Божьей. kurā stāvam un teicam sevi laimīgi, Поэтому если я хочу, чтобы благодать в моей жизни Un ja es работала, gribu, lai žēlastība darbotos manā dzīvē, мне нужна вера, man ir vajadzīga ticība, которая активирует доступ. kas aktivizē šo Благодать. pieeju pie žēlastības. Когда я верю, что тот, кто отдал своего сына, Kad es ticu, ka tas, kurš ir atdevis savu Библия dēlu, говорит, как вместе с ним не дарует и всего остального. kā kopā ar viņu nedāvās arī visu pārējo. И ты идешь и молишься, Un to jau lūdzu. и говоришь, Господь, Un saki, спасибо kungs, paldies tev за то, что ты в моей жизни par to, ka tu esi manā dzīvē. не частично, Nevis daļēji, а ты в моей жизни полнота, Bet tu esi manā dzīvē наполняющая pilnība, все и во всем. kas piepilda visu un visā. И я знаю, что у тебя для меня есть многоразличная благодать Божья. Un es zinu, ka tev priekš manis ir Для daudz принятия veidīga решений одна žēlastība. благодать, Lēmumu pieņemšanai для viena, служения больным другая благодать, kalpošanai slimajiem cita, для служения тем, кто в тюрьме сидит третья kalpošana tiem, благодать. kas slimnīcā, atkal Ну, мы cita. понимаем, что для определенной Mēs работы saprotam, ka нужна noteiktam благодать. darbam ir noteikta И žēlastība. у Бога она разная. Un Dievam tā ir daudzveidīga. Аминь. Amen. Поэтому первое, что активирует благодать в твоей жизни, это вера. Tādēļ pirmais, kas aktivizē Вера, что она тебе послана. žēlastību tavā Вместе с dzīvē, ir Иисусом Христом нам ticība, дана. ka kopā ar Jēzu Поэтому Kristu tā апостол mums ir Павел dota. говорит, «Се явилась нам благодать Божья». Un tādēļ apostols Pāvils Он saka, te mums не ir говорит, rādījusies может Dieva быть, žēlastība. явится. Viņš nesaka, varbūt Он говорит, нам parādīsies, явилась благодать bet viņš Божья. teica, mums ir parādījusies И Dieva спасающая. žēlastība, gan kas glābi, И научающая. gan kas māca.
Аминь. Amen. Иакова 1:22 написано: Jēkaba будьте 1:22 rakstīts: исполнители слова, Esiet Dieva vārda darītāji, а не только те, кто слушают и забывают. nevis tikai tie, kas dzird То есть, un если первое, то, что активирует благодать, это tikai вера, klausās. Ja pirmais, kas aktivizē, ir ticība, то послушание тоже активирует благодать. tad arī paklausība aktivizē. Ну, представьте, апостолы ловили Iedomājieties. всю ночь там Apustuļi рыбу, visu nakti makšķerēja zivis. выплывают утром на берег, No ничего не rīta поймали. izpeld krastā, neko nav nomakšķerējuši. Иисус говорит Петру: Un Jēzus saka Pēterim: отплывите на глубину и закиньте сети. atkal peldiet uz dziļumu un izmetiet tīklu. Ну, просто поймите, это разговор Vienkārši чистого saprotiet. проповедника, такого Šis ir культурного, tāda стоящего на берегу, kultūrāla krastā stāvoša sludinātāja saruna, и профессионального рыбака, который в море выходит регулярно. profesionāla zvejnieka, kurš dodas Человек, который regulāri всю jūrā. ночь плавал по волнам, закидывал эти сети, неводы, он выплыл. Un tas ir cilvēks, kurš visu nakti ir Уставший, makšķerējis un разочарованный, ему говорят: metis tīklus, отплыви на глубину, еще раз kurš закинь bija сеть. noguris un darbojies visu nakti. Un viņam tiek teikts, ej un vēl brauc un vēlreiz izmet tīklus dziļumā. Вот первая реакция какая? Un kāda Господи, ir pirmā reakcija? мы Kungs, ловили всю ночь mēs visu nakti и makšķerējām ничего не поймали. un neko nenoķērām. Вообще нет проблем с первой реакцией. Она у всех у нас бывает неправильная. Pirmā reakcija lielākā Главное, vairumam no чтобы мы mums ir могли nepareiza. продолжать думать и все. Bet Он говорит: galvenais, ka mēs Господи, но turpinām по слову tālāk. Твоему что? Un tālāk. Сделай. Bet pēc tava vārda, kungs, По es слову darīšu. Твоему сделаю. Pēc tava vārda es Вы darīšu. знаете, нам бы хотелось, чтобы благодать сама Mums выплыла, gribētos, lai закинула žēlastība сети, да? pati Ну как мы aizpeld хотим? izmet Ну нам бы tīklus. хотелось, ну по благодати это значит без моего Nu, участия. mēs gribētu tā, ja bez žēlastības, tad bez manas Но здесь не так līdzdarbošanās. выглядит все. Bet Здесь šeit tas Иисус neizskatās говорит: tā. Jēzus saka, выплыви. Вот благодать это peldi. когда Бог, Žēlastība Он ir tad, просто kad Dievs, тебе где-то внутри побуждает, Viņš vienkārši tavā например, в iekšā молитву. Ты скажешь: я tevi вчера молился pamudina. 2 часа. Varbūt tu teiksi, vakar lūdzu 2 stundas. А есть момент, когда Бог твой дух возбуждает Bet ir brīži, kad Čas Dievs pamudina tavu garu, piemēram, vienos и хочет, naktī, чтобы ты помолился. un viņš grib, lai tu palūdzi. Даже я вчера 2 часа за это молился. Nu kā, bet es jau 2 stundas vakar par to Вчера не lūdzu. сработало. Bet vakar А nedarbojās. сегодня время какое-то. Bet Да? šodien Вот ir kaut почему? kāds Потому tas что Бог тебе показывает īstais время и laiks. место. Он Jo говорит: Dievs tev отплыви parāda vietu un сейчас. laiks, un Dievs И когда teica, peldi человек tagad. делает это Un kad по cilvēks dara водительству Духа Святого, kaut ko начинает svētā что-то gara vadībā, происходить. tad kaut kas sāk notikt. Понимаете, о чем я говорю? Saprotiet, par ko iet runa? Благодать, она заставила Петра выплыть, Жалостливо. закинуть сети, и написано, он Пiespieda поймал такой улов, что аж iemest сети tīklus. рвались. Un izvilkt tik lielu daudzumu, ka pat Лодки, когда tīkli наполнялись, tika они от перегруза аж plīsi. начинали тонуть, ему пришлось с берега звать другие лодки, Un чтобы pat туда перегрузить. no smaguma laivas sāka grimt, un viņam nācās saukt Благодать palīgus. все это время была рядом. Un žēlastība visu laiku bija blakus. Но для того, чтобы она была активирована, Bet, lai tā человеку tiktu нужно было aktivizēta, что? cilvēkam bija vajadzīgs kas? Исполнить Слово Божье. Piepildīt Dieva vārdu. Поверить, что это не ерунда, и исполнить Но- Слово Божье. Ticēt, ka tas nav muļķības, bet И Библия piepildīt Dieva говорит, что vārdu. блаженные Un не те, Bībele кто saka, svētīgi ir nevis слушают и tie, забывают, а kas исполняют klausās un Слово. aizmirst, bet tie, kas Они, ir vārda те, кто исполняет darītāji. Слово, они находятся под действием благодати. Jo vārda darītāji atradīsies zem žēlastības darbības. Иакова 4 глава 6 Jākava стих. 4:6. 4 глава 6 стих. Jākava 4:6. Написано: Бог гордым противится, Dievs stājas pretim lepnajiem, а смиренным дает благодать. bet pazemīgiem dod žēlastību. Смиренным дает благодать. Pazemīgiem dod žēlastību. Еще один код доступа до благодати – viens. это смирение. Kods, lai piekļūtu žēlastībai, Библия ir говорит: pazemība. смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Zemojieties zem Dieva stiprās rokas, lai savā Когда laikā человек viņš находится jūs в этом состоянии paaugstinātu. смирения перед Богом, Kad cilvēks atrodas pazemības stāvoklī Dieva смирение – это priekšā, состояние готовности подчиниться Богу в любой момент. un pazemība nozīmē gatavību Dievam pakļauties jebkurā brīdī. Как апостол Павел говорил: что повелишь мне делать, Господи? Kā apostolis Pāvils teica, ko Это не kungs просто красивая pavēlēs man молитва. darīt, un tā nav vienkārši skaista Это готовность lūkšana, сделать то, что Бог скажет bet tā ir сделать. gatavība izdarīt to, ko Dievs teiks, ko vajag darīt. И Библия говорит, что смиренным Бог
Un Bībele дает saka, благодать. ka pazemīgiem Dievs dod žēlastību. Я заканчиваю, я просто хочу, чтобы вы поняли, благодать Es gribu, lai jūs saprotat, ka žēlastība – это личность Бога в действии в ir твоей жизни. Dieva personības darbība tavā dzīvē. Проявление Бога в твоей жизни. Вот. Kad Dievs parādās tavā dzīvē. Ну, хорошо. Я знаю, что вы больше Гуглу доверяете, чем проповеднику. Es zinu, ka jūs vairāk googlēji Читаю uzticaties вам nekā из Гугла. Просто sludinātājiem. значение Tāpēc слова благодать. es jums nolasīšu no Googles, ko nozīmē Можешь в žēlastība. своем забить. Var arī Благодать – это. pats sev iegooglēt. Žēlastība ir. Готовы? Gatavi? Я читаю. Es lasu. Благодать Žēlastība. – это одно из ключевых понятий христианского богословия. Tā ir viena no kristietības teoloģijas pamata tēzēm. Рассматривается как дар для человека от Бога. Un tā tiek uzskatīta kā Dieva dāvana cilvēkam, Подаваемый исключительно по милости Господа. kura tiek pasniegta tikai caur Dieva По labvēlību, милости Господа, без всяких заслуг со стороны человека. bez jebkādiem nopelniem no cilvēka puses. Первое. Предназначен для спасения человека, Pirmām kārtām tā ir paredzēta, lai cilvēks tiktu pestīts, а дальше для освящения, bet tālāk, lai viņš tiktu svētots, для возрастания в благодати. lai viņš varētu pieaugt šajā žēlastībā. Благодать – это действие Бога, Žēlastība ir Dieva darbība, изменяющее сердце человека. kas maina cilvēka sirdi. Это само свойство Бога, Tā ir paša Dieva īpašība, указывающее на Его доброту и милосердие. kas norāda uz viņa laipnību un žēlsirdību. В представлении о благодати сочетается понимание. Un sapratne par žēlastību tiek apkopota, Одновременно как даяние ka vienlaicīgi tā ir gan došana, и как силы. gan kā spēks. То есть фактически это Tātad присутствие faktiski Бога, которое дает тебе силу. Tā ir Dieva klātbūtne, kas dod tev spēku. Он приходит и говорит, давай вместе. Viņš nāk un saka, davai kopā. Ну вот как в детстве, ты что-то не можешь Kā сделать, bērnībā tu kaut ko nevari мама или папа izdarīt. говорит, давай вместе сделаем. Un mamma vai tētis saka, izdarīsim kopā. Я помню, как я велик чинил. Я говорю, я не знаю, батя говорит, давай вместе. Es atceros, Ja, kā nu es davai. remontēju И он velosipēdu рядом un tētis просто saka, стоит и говорит, Вот это darīsim откручивай. kopā. Un viņš stāv blakus un saka, to atskrūvēm, вот эту банку со смазкой открывай, to buņģiņu ar smēru vielu сюда atskrūvēm. солидол намазывай. Šeit smērē Он virsū. просто стоит, разговаривает. Viņš Ну, vienkārši мы типа stāv un вместе, но я stāsta. делаю Nu, под it kā его mēs kopā, bet es daru. руководством. Un viņš mani vada. Я говорю, все, вот эту синюю смазку Nu, намазал. tagad to es esmu Да. mērējis, jā. Теперь сюда ставь и Nu, tagad закручивай. liec un pieskrūvē. А когда закручиваешь, держи, чтобы ровно было. Bet, kad skrūvē, tad tur ir, lai būtu vienādi. И ты все закрутил, Un tu esi visu педали saskrūvējis, крутнул, все, работает. iegriez pedāļus. Вот так viss strādā. работает благодать. Un tādā veidā Павел darbojas говорит, Dieva я более žēlastība. всех потрудился, Un kā Pāvils teica, es vairāk par Впрочем, visiem не я, esmu strādājis, bet ne es. а благодать Божья со Bet мной. Dieva žēlastība kopā ar mani. Нам часто смелости не хватает. Un mums А когда bieži Бог рядом, drosmes, bet, Un kad tu vienkārši Dievs ir tu тут blakus, viņš открути. saka, te atskrūvē, вот тут закрути, te aizskrūvē, вот тут намажь. bet te sasmērē. И у тебя просто смелость от того, что ты ощущаешь, что Бог рядом. Un tev vienkārši ir drosme no tā, ka tu saproti, ka Dievs Благодать, ir она blakus. действует, она что-то приносит в Žēlastība жизнь darbo, человека. un viņi darbojas, un viņi kaut ko atnes Давайте еще одно cilvēka место dzīvē. прочитаем. Un izlasīsim vēl vienu raksturvietu. Ефесянам 1:17. Efeziešiem 1:17. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, Ефесянам, Lai mūsu Kunga Jēzus 1:17. Kristus, Dievs un godības pilnais Tēvs, дал вам духа премудрости и откровения. jums dotu gudrības un atklāsmes garu. В другом переводе написано, Citā Господь tulkojumā teica, ka Kungs, да даст вам lai jums dod духа премудрости. gudrības garu. То есть благодать, она что-то дает в твою жизнь. Tas nozīmē, ka žēlastība viņa kaut ko dod tavai dzīvei. Но она дает тебе просто, например, вот знание, Bet viņa tev как dod, сделать. piemēram, zināšanas, kā Ты не знаешь, izdarīt. благодать приходит тебе, раз, открывает. Kad tu nezini, tad nāk žēlastība un atklāja tev. Да даст вам духа премудрости и откровения, Lai jums dodu gudrības un atklāsmes к garu, познанию Его. lai jūs labāk viņu izprastu.
и просветит очи сердца вашего. apgaismota garā Представь, acis, jeb sirds ну acis. как работает благодать? Она вот так приходит, она тебе Kā darbojas дает žēlastība? Viņa tev dod, просвещение. viņa dod tev apgaismību. Благодать. Да даст Žēlastība. Господь, это Lai благодать. kungs dod, un tā ir žēlastība. Все явилась нам благодать. Ir rādījusies mums žēlastība. Дабы вы познали, Lai jūs zinātu, в чем состоит надежда призвания Его. kādu cerību dod viņa aicinājums. Многие люди так и не поняли, в чем призвание. Daudzi cilvēki tā arī nav sapratuši, kur ir И aicinājums. какое богатство славного наследия Его для святых. Un kādu godības bagātību viņš savējiem liek Представь, iemantot. человек имеет Библию. Cilvēkam ir Bībele, В нем там все эти сокровища. un te atrodas visi dārgumi. Но Библия боговдохновенная книга. Bet Bībele ir Dieva gara iedvesmota grāmata. И правильно понимать ее человек может быть Un только pareizi под cilvēks вдохновением Духа Святого. To var saprast tikai tad, ja viņš atrodas svētā Когда gara через Дух ietekmē. Святой на человека сходит вот этот дух премудрости и Un tad откровения. pār cilvēku nāk šīs gudrības un atklāsmes gars. И для человека вдруг становится понятно. Un cilvēkam pēkšņi Он paliek 20 лет в skaidrs. церковь проходил, не понимал, 20 gadus nāca uz draudzi un nesaprata, потому что все хотел своим умом достичь. tāpēc, ka visu gribēja sasniegt ar savu Но prātu. он стал молиться и говорит: Господь, мне нужна Pēc tam Твоя благодать. Sāka lūgt un prasīt, Dievs, man ir vajadzīga tava žēlastība. И благодать просветила его, Un žēlastība чтобы он apgaismoja viņu, понял богатство saprastu, славного наследия его для святых. kāda ir dota šī cerības, šis aicinājums un godības bagātība. И как безмерно величие могущества его в нас. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums. Вы здесь? Jūs esat šeit? Написано: безмерно величие могущества его в нас. Krieviski ir bez mēra Если liels. тебе благодать этого не откроет, ты этим никогда не Jo, воспользуешься. ja žēlastība tev to neatklās, tad tu nekad to nevarēsi izmantot. Будешь смотреть на других людей, Tu думать, что у skatīsies них uz так citiem все получается, у меня cilvēkiem не un так. domāt, kāpēc viņam viss izdodas, bet man Потому ne. что тебе нужна благодать. Tāpēc, ka tev ir vajadzīga žēlastība. Безмерное величие могущества его в нас. Pārlieku liels ir viņa spēka mērs Верующих. mūsos, ticīgajos, Под действием державной силы его. darbodamies tādā pašā visspēcības Силы varenībā. благодати. Žēlastības spēks. Под действием силы его. Tas ir viņa darbības spēks. Поэтому, когда ты живешь по благодати, ты думаешь Un по-другому, tad, kad tu dzīvo žēlastībā, tu domā реагируешь savādāk, по-другому, tu reaģē savādāk, поступаешь tu по-другому. rīkojies savādāk. Благодать – это сила Божья внутри человека, Žēlastība ir Dieva spēks cilvēku iekšienē, которая делает тебя способным. kas padara tevi spējīgu. Павел говорил: молитесь о нас, чтобы нам была дана благодать. Pāvils teica, lūdziet par mums tā, lai Для mums tiek dota проповеди Евангелия в том-то и žēlastība, в том-то месте. ka tur un tur mēs varam sludināt evaņģēliju. То есть он понимает, что в одном месте у него работает благодать. Tātad viņš saprot, ka tur vienā vietā viņam strādā žēlastība, Но это не значит, что она будет работать в другом. bet tas nenozīmē, ka citā vietā tā arī strādās. Ему нужна благодать. Viņam ir vajadzīga žēlastība. Молитесь, чтобы дана была нам благодать Lūdziet, lai mums tiek для dota проповеди žēlastība, Евангелия. lai varam sludināt evaņģēliju, Чтобы наша проповедь была не в убедительных словах человеческой мудрости, lai mūsu svētdiena neslēpjas cilvēcīgi, но в явлении Духа и vārdos, силы Божьей. bet lai tiktu parādīts Dieva spēks. Многие люди, они молятся: Бог, измени меня, Бог, измени меня. Daudzi Бог, cilvēki lūdz, измени Dievs, меня. maini Как вы mani. себе это представляете? Bet kā jūs to sev Бог iztēlojaties? придет и настройки поменяет у тебя. Dievs atnāks un tev iestatījums pamainīs. Ну как? Бог, измени меня, Бог, измени Nu, kā меня. tas darbojas? Dievs ir Бог, pamaini измени mani. меня. Кто Dievs так maini mani. молился когда-нибудь? Kurš kādreiz tā ir lūdzis? Ну, а как вы себе представляете? Un Как kā это jūs to будет? iztēlojaties sev? Ты такой спал, Tu tāds просыпаешься, и gulējies такой: un pamodies О, я tāds savādāks. новенький, да? O, es esmu tāds Бог меня savādāks. изменил? Dievs mani mainīja. Ну, это же не так Bet работает. tas nestrādā tādā veidā.
Тебе нужно встать и начать просто действовать по-другому. Tev ir jāpieceļas un Попросить jāsāk у Бога rīkoties savādāk. благодати, Un lūgt Dievam чтобы иметь žēlastību, откровение, lai tev ir atklāsme, чтобы Бог тебе просветил глаза lai Dievs твоего сердца, apgaismo tavas sirds к apcis, познанию Его, lai tu iepazīsti viņu, чтобы ты понял безмерное могущество силы Его в себе. lai tu saprastu, izprastu viņa neierobežotā И с spēka этим daudzumu новым tevī, откровением un ar пошел šo в jaunu жизнь. atklāsmi tu dotos dzīvē. Очень часто Ļoti проявление происходит в момент, когда ты действуешь. Izpausmes parādās tad, kad tu rīkojies. Если бы Петр не начал действовать и Jo- закидывать сети, Ja Pēteris nesāktu rīkoties un он бы никогда neiemestu не увидел tīklu, действия благодати viņš nekad neieraudzītu, kā šī žēlastība по darbojas сверхъестественному наполнению. un kā notiek šī pārdabiskā piepildīšanās. Поэтому сегодня Un вопрос tādēļ не в том, šodien jautājums есть nav ли tajā, у тебя благодать, есть ли она на этом vai месте. tev ir žēlastība vai žēlastība ir šajā А vietā. вопрос в том, принял ли ты ее. Bet jautājums, vai tu to esi pieņēmis? И не получилось ли так, что ты ее принял зря. Un lai nesanāk tā, ka tu būtu pieņēmis viņu veltīgi. Вы знаете, пастор Алексей пригласил нас на юбилей. Mācītājs Aleksējs bija uzaicinājis uz Там был jubileju, дресс-код. un tur bija noteikts apģērbs. Поэтому Dress-codes. пришлось ехать в магазин Un tādēļ nācās braukt uz veikalu и купить костюм с бабочкой. un nopirkt uzvalku ar tauriņu. И все, я уехал. Un viss es aizbraucu. Через несколько дней мне с этого магазина приходит бонус. Un pēc dažām dienām no šī veikala man atnāk bonus. Вы можете приехать Jūs varat atbraukt и на 2900 что-то взять. un uz 2900 kaut ko Normāli. paņemt. Es tā domāju, normāli. Ну, почти, сколько там? 60 евро. Tas ir 60 Бонус eiro. на 60 евро. Tas bija bonus uz 60 И eiro. знаешь, что можно сделать? Un ko var izdarīt? Можно этот бонус просто вот сообщение прочитать, Var izlasīt vienkārši šo ziņu. и все, и они там будут Un viss. все время. Tas visu laiku tur И atradīsies. никогда ими не воспользоваться. Un tu vari nekad to neizmantot. Можно никогда не воспользоваться этими бонусами. Tu nekad vari neizmantot šos bonusus. Это называется принять благодать Tas nozīmē pieņemt žēlastību. тщетно. Ir velti. А можно, как я, приехать Bet var kā es aizbraukt и сказать, дайте мне вот эти джинсы. Вот, на un вот pateikt, nu, iedodiet man tos džinsus. эти. Есть то, что ты заработал, а Ir есть tas, то, ko tu что esi тебе nopelnījis. A, ir tas, благодать. ko tev iedod žēlastība. Но она у кого-то может остаться тщетным, если ты ей не воспользуешься. Bet kādam tā paliek veltīga, tāpēc, ka tu to neizmanto. Сколько таких, знаете, есть бонусы, они там И daudz. на полгода даются. Tādi bonusi, kas tiek Da, doti, piemēram, uz neko. pusgada. Люди не пользуются. Un cilvēki to neizmanto. Я недавно к маме приехал. Es nesen aizbraucu pie И такое māmas. короткое время у нас там было. Mums bija ļoti īsts Я laiks. говорю, так хочется в горы. в Альпы. Es teicu, ka tā Arī gribētos tak doties paiņem, jā, kalnos. Viņa saka, tak nu iesim. Я без кроссовок. Es приехал. saku, bet man nav līdz И они ap- сидят, вот sporta семья, kurpes. да, папа, Sēž ģimenes, мама, tētis, сестра, они mammas, говорят, māsa. ой, у нас есть спортивный магазин, O, mums ir sporta сертификаты. veikalā Они у нас уже почти certifikāti. год лежат, мы ни разу в тот Gandrīz. магазин не ходили. Gadu stāv, mēs nereiz nebijām uz to veikalu gājuši. Вы понимаете, что это такое? Vai saprotiet, kas tas ir? Сертификаты были даны им. No они ими никогда не bija воспользовались. doti viņiem, bet viņi nekad tos nebija lietojuši. Я говорю, давайте Un сюда es saku, nu dodiet šurp. сертификаты. Tās Один на 50 евро, другой на vienu uz 30 50, евро. vienu uz Мы пошли, 30, это mēs была пятница, aizgājām. мы пришли в магазин. Piekdiena mēs И aizgājām там, uz знаете что, veikalu, там tur написано день vēl ir rakstīts, 20% скидки. ka vēl 20% atlaiž Вот dienu. когда благодать, она так работает. Он- И поэтому я Через говорю, у меня жалость вот ты- один сертификат, Es teicu, второй, man а ir можно otrs, еще trešais. 20% скидки? A var Говорю, vēl можно. atlaidi? Es saku, var. Можно. И у тебя сработало сразу все. Un tev Просто nostrādāja vienlaicīgi можно viss. иметь Vienkārši tev var būt, и не пользоваться. un tu vari neizmantot. А можно данной благодатью в жизни что? Bet varat dot to žēlastību. Воспользоваться. Я вам просто izmantot. привожу примеры Es jums rādu обычной piemērus жизни, как no часто в dzīves, нас cik bieži что-то происходит, Kaut и kas оно notiek так mūsu лежит. dzīvēs, un kaut kas stāv, Лежит. vienkārši stāv. А надо, чтобы оно не лежало, а чтобы Bet оно vajag, пользовалось. lai tas nevis kaut kur gulētu, Поэтому bet vajag вопрос to не в том, есть izmantot. ли благодать, а вопрос, используешь ты Tāpēc ее в жизни или jautājums нет. nevis vai tev ir žēlastība, bet vai tu to izmanto Amin. savā dzīvē. Amen. Последнее место и будем молиться. Un pēdējā rakstvieta pirms mēs 2 lūgsim. Тимофею, 2. Timotejam, 2 глава, 1 стих. 2. nodaļa,
1. pants. Апостол Павел дает Тимофею наставление. Apostols Pāvils pamāca Timoteju. Знаете, как оно звучит? Un ziniet, kā tas skan? Он говорит, Viņš saka укрепляйся tā. благодатью. Tad topi spēcīgs žēlastība. Укрепляйся благодатью. Tad topi spēcīgs žēlastībā. Не надо жить так, как будто благодать тебе не была явлена. Nevajag dzīvot tā, it kā žēlastība tev Она nebūtu явилась через parādīta. Иисуса Tā Христа. tev parādījās caur Jēzu Kristu. Тебе нужно ее верой активировать. Bet tev ticībā tā ir jāaktivizē. Аминь. Вы знаете, мы очень часто, например, Un mēs bieži говорим про отца нашего, про отца веры. runājam par Avrāma, mūsu ticības ja? tēvu Ābrahamu. Авраам Ābrahams, – отец всех верующих. viņš ir visu ticīgo tēvs. Когда он приобрел этот статус? Bet kurā brīdī viņš iemantoja šo statusu? А? Когда он приобрел этот статус? Kad viņš iemantoja šo statusu? Когда вышел из Ура Халдейского? Tad, kad izgāja no Nu, когда? Kaldeju jūras, kad? А? Когда принес жертву? Да? Tajā brīdī, kad viņš pienesa Когда savu принес upuri, жертву Исаака. kad viņš nesa upuri Īzaku. Я хочу, чтобы вы поняли, что там было действие благодати. Un es gribu, lai jūs redzat, ka tajā Вот ir настоящая žēlastības darbība. жертва. Īsts upuris. Для нее тоже нужна благодать. Arī priekš tam ir vajadzīgs žēlastība. Для нее нужна благодать. Arī priekš tam ir Jā, vajadzīga объясню. žēlastība. Es paskaidrošu. Когда он и шел на гору со своим сыном, Kad viņš kalnā devās kopā ar savu dēlu, написано, что он был вполне уверен, ir rakstīts, ka viņš bija diezgan pārliecināts. потому что он поверил словам Божьим. Tāpēc, ka viņš noticēja Dieva vārdu. Как сказано, Kā rakstīts, в Исааке наречется тебе семя. Īzakā tev parādīsies pēc Он понимал, что sēkla все его pēcnācēja. наследие произойдет через Un Исаака. viņš saprata, ka caur Īzaku nāks visi viņa Поэтому был вполне mantojums. уверен, что Бог силен воскресить его из мертвых. Un tāpēc viņš bija diezgan pārliecināts, ka Dievs būs spējīgs viņu Это augšām как celt раз no было mirošajiem. действие Духа премудрости и откровения. Un tā tieši bija arī gudrības un Когда atklāsmes Бог gara darbība, просветил его, kad Dievs и apgaismoja он viņu, имел эту четкую веру, un viņam bija šī stingrā ticība. и своей верой активировал благодать, он говорит, в Исааке наречется мне семя. Šajā ticībā viņš teica, ka Īzakā būs mana Знаете, sēkla. когда сейчас конец служения, мы будем приносить Un tagad пожертвования, mēs dievkalpojuma beigās pienesīsim для savus того, чтобы upurus. жертва была Un lai upuris не būtu просто как nevis приношение, vienkārši kā подаяние, как pienesums, привычка. kā paradums. Нам нужна благодать. Mums ir vajadzīga žēlastība. Есть вещи, которые мы делаем сами. Ir lietas, ko mēs darām paši. Есть иногда, Он я не и говорю, что это даже сегодня, но иногда бывает в нашей жизни Он есть и жертвы, saku, про ka которые šodien- говорит Господь. Bet ir upuri, par Так, в kuriem твой runā дух Dievs. ложит. Бог ложит что-то в твой дух. Dievs ieliek kaut ko tavā garā И говорит, сделай это. un saka, izdari to. И у тебя начинается вот этот Un tev sākas торг. šī Начинаешь tirzniecība. торговаться сам с Tu собой. sāc tirgoties pats ar sevi. А если я это отдам, Kaulēties. а у меня больше такого никогда не будет. Ja nu man tas nekad vairs nebūs. А если это сейчас мне так надо. To man tagad tik ļoti vajag. А это же у меня будет тут. Bet tad man to. А есть вещи, которые Бог говорит, Bet ir lietas, ko Dievs saka. это в твоей жизни есть, потому что я тебе дал это как семя. Tas ir tavā dzīvē tādēļ, ka es tev to esmu devis kā Как семя sēklu. Бог тебе это дал. Dievs to dod kā Есть sēklu. что-то в твоей жизни, что Бог тебе дал как семя. Un ir kaut kas, ko Dievs dod tavā dzīvē И kā Библия говорит, sēklu. семя, если впадший в землю не Un умрет, Bībele то и не teiks, ja оживет, и не sēkla, принесет плода. kas nekrīt augstnē un nemirst, И очень tā важно, чтобы nenesīs понять то, augļus. что у меня есть. Un tāpēc Это ir svarīgi Бог дал для saprast, этого, для этого, для Kam этого. А Dievs вот tev kaut ko ir это, devis tam, un tam, bet это для šis, моего. ka tas ir Бог manā, покрыл мои нужды и потребности. А Dievs вот ir это, pārklājis manas vajadzības, bet šis, это как семя. šī ir sēkla. И вот тут Un šeit либо в тебе будет действовать эта способность, действие благодати. vai nu tevī darbosies šī Abraham. žēlastības spēja kā Abrahamam. Смотрел на Исаака Viņš skatījās uz и говорил, Īzaku это семя. un teica, šī ir sēkla. И оно оживет. Un tā atzims. Потому что у меня есть обетование. Tāpēc, kā man ir В Исааке apsolījums, наречется тебе семя.
ka Īzakā tev būs mantinieki. Аминь. Amen. Давайте мы возьмем свои жертвы. Un tādēļ paņemsim šodien arī Просто savus помолись, upurus. закрой глаза, скажи: Aizver acis Господь, un palūdzu. а ну покажи мне, что из того, что у меня есть. Kungs parādi, kas no tā, kas man ir, Есть твои заботы обо мне, а что из того, что у меня есть ir семя. tavas rūpes par mani un kas ir sēkla. Что из того, что у меня есть семя. Kas no tā, kas man ir sēkla. Давайте встанем на свои ноги, помолимся. Piecelsimies savās kājās un lūgsim. Дорогой Дух Святой, Dārgais svētais gars, преобрази нашу жизнь pārmaini mūsu dzīvi своим присутствием, ar savu klātbūtni, духом своей премудрости, ar savu gudrības garu, своим откровением. ar savu atklāsmi. Просвети очи нашего сердца Apgaismo mūsu sirds acis, к познанию Тебя, lai pazīstam tevi, чтобы нам познать, lai mēs varētu iepazīt, как безмерно величие Твоей силы в cik нас. liels ir tavs varenības spēks mūsos. Господь, Kungs, пусть Твоя благодать lai tava žēlastība будет нами принята нечетно. ir tevis pieņemta, Пусть Твоя благодать Ты. принесет много плода в lai нашей tava жизни. žēlastība atnes daudz augļu. Господь, благослови каждую жертву. Kungs, svētī katru upuri. Мы верим, Господь, что то, что Ты нам даешь, Mēs ticam, Kungs, ka tas, ko tu часть mums из dod, того, что Ты нам даешь, есть un семенем. daļa no tā, ko tu mums dod, ir sēkla. И пусть оно будет отправлено по назначению. Un lai tā tiek sūtīta Во имя pareizā Иисуса virzienā. Христа. Jēzus vārdā. Открой небеса над нами. Atver debesis pār Я mums. молюсь, чтобы каждый человек двигался в силе Твоей благодати. Es lūdzu, lai Мы katrs благодарим cilvēks Тебя за virzās tavas многоразличную žēlastības благодать Божью, spēkā. Mēs pateicamies которая par to, Ты ka tā ir посылаешь atšķirība. нам Un tu to sūti в mums, потребное для нас время. mūsu vajadzīgā laikā. Господь, пусть благодать будет активирована в жизни каждого человека. Kungs, lai žēlastība ir Господь, aktivizēta пусть katrā каждый dzīvē. своей верой откроет доступ к той благодати. Lai katrs ar Во savu имя ticību atver Иисуса šīs Христа. durvis. Jēzus Мы vārdā. поклоняемся Тебе, Mēs pielūdzam мы Tevi. славим Тебя, мы Mēs превозносим slavējam Тебя. Tevi. Mēs Ты можешь paaugstinām жертвовать Tevi. с верой. Un tu vari nest ticībā. И давайте мы помолимся Un kopā за arī нужды aizlūgsim par vajadzībām.